Привет всем! Привет, мы рады видеть вас на нашей площадке. Друзья, сегодня у нас камеди-рэперы. Внимание на экран. У тебя вопросы, что за группа Унты? Отвечу. Погоряем этот город, нам заняться больше нечем. Творчество группы молодых людей под колоритным названием «Унты» стало своего рода барометром событий уходящего года. Они моментально реагировали на резонансные события в нашей жизни. Я понимаю то, что я не из лучших людей. Гуляю где попало и сплю даже в общественном месте. Мне говорили все, лучше туда не лезь. Попаду сразу в соцсети и даже буду в инсте. По их творчеству, клипам, размещенным на Якнете, можно судить, каким был год и какие события взволновали якутскую общественность. Поэтому клипы группы «Унты» — это своего рода зеркало, в которое надо всматриваться зорче, чтобы понять, какими мы стали, что приобрели, что безвозвратно потеряли в этом году. Но есть скептики, которые считают, что эмоции в интернете — это буря в стакане, и это вовсе не показатель объективного общественного мнения. И моя аржанка, прогуляюсь до утра, а не что-то прохладно. Друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с людьми, которые имеют свое собственное мнение и не боятся высказать его на публике. Да, согласна. Иметь свое мнение – это круто. Имеем на это право. Но высказывать его надо аккуратнее. Одно неверное слово может стать камнем преткновения во взаимоотношениях между людьми. Именно потому мы предлагаем разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – это те, кто готовы поддерживать наших героев и защищать их точку зрения. Их предводителем буду я. Пессимисты подвергают сомнению мнение оптимистов. Я буду их поддерживать. При этом каждая из сторон обязана аргументировать свою точку зрения, отстаивать ее и пытаться убедить противников в своей правоте. В конце программы любой участник может поменять свою точку зрения и перейти в другую группу. Поэтому прошу определиться и выбрать место в выбранной зоне. Делимся! Итак, встречаем наших героев. Камеди-рэперы Якутии, у которых есть своя версия на прожитый год. Смельчаки с юмором, бичующие наши недостатки. Оптимисты, уверенные, что смех над собой – лучшее лекарство от всех бед. Группа Унты! Привет. Сергей, здравствуй. Здравствуйте. Сергей, расскажи о группе Унты. Тебе дается минута. Что стоящего сделали своим творчеством? Меня зовут Скрябин Сергей, мне 24 года. Я являюсь исполнителем, также автором песен группы Унты. Также в нашу группу входит Струкин Аял, который является режиссером и оператором данных клипов. А нашему творческому объединению примерно где-то год. Первый клип мы выпустили 24 апреля про опасные брови. Так, ну что ж, перейдем к нашему блиц-интервью. Сергей, почему ты один? И всю ли программу будет пустовать соседний стол? Нет, со мной пришел мой друг Виталий Щукин, наверное, все знают, Вайнер Хитспрод. Он также состоит в творческом объединении «Сол». Они также занимаются съемками музыкальных клипов. Сергей, так, у вас есть своя версия важных событий года. Хотелось бы узнать, с какого клипа все началось и о чем он был. Мы хотели сначала снять клип про мороз в Якутии. То, что мы в Якутии выросли, и нам плевать на него. Вот. Как-то замялись немножко, и в апреле этого года мы решили снять про Анжелику Продотяконову. Она всем немножко надоела, и поэтому мы решили голос города против нее. Вот как-то так. Сергей, какие клипы получили больший отклик и почему? Вот «Опасные брови» как раз больше всего получила отзывов, комментариев. Было много негативных комментариев и чуть-чуть побольше позитивных, положительных. А как вы считаете, какое событие, по вашей версии, стало наиболее значимым для интернет-сообщества Якутии? Не знаю, даже не могу ответить на этот вопрос. Мы сказали в визитке, что
Ваше творчество – это зеркало общества. Кого вы видите в этом зеркале? И радует ли это вас? В этом зеркале я вижу, не знаю, ну, наш народ якутский. Что мы видим, что мы чувствуем, какой есть хайп, что происходит в основном в городе. Хорошо. То и мы и выдвигаем в наших клипах. Составьте, пожалуйста, портрет якутского интернет-сообщества. Кто у нас в нем самый активный? Пользователи joker.ukt.ru, скорее всего, они более так бурно обсуждают каждую новость, что происходит, ну, в республике. Кого можете назвать героем или антигероем Якутии этого года? Скорее всего, это Антон Васильев. Все, наверное, знают его. Доброволец, общественник. А вот насчет антигероя, наверное, скорее всего, моя любимая Анжелика. Хорошо. А что мы приобрели или же потеряли за этот год? Приобрели за этот год очень много различных героев, можно так сказать. Было очень много детей, героев, которые спасли детей. Вот. Вот также Антон Васильев появился у нас. Итак, перед тобой те, кто сегодня попытается узнать тебя поближе. Это школьники и студенты, и победители предыдущих программ. Справа от вас расположились оптимисты. Они поддерживают вас. Бой. Слева расположились пессимисты. Они сомневаются и могут подвергнуть ваше мнение. Здорово. Отлично. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимистов. Я на стороне оптимистов, потому что мне очень нравится ваше творчество. Я думаю, что это очень весело и классно. Я все-таки подвергаю сомнению, потому что не все люди могут правильно понять ваше творчество. В этом есть самая главная проблема. Ранее я не была знакома с вашим творчеством. Я вот только сегодня узнала. Но я просто посмотрела несколько ваших клипов и такая посмотрела, подумала: о, круто, ребята что-то делают, какой-то, знаете, новый виток такой творчества, можно сказать. И, ну, мне понравилось, например. Скорее всего, мне кажется, это более как высмеивание, наверное, человека, допустим, если он носит брови, это не обязательно как-то показывать, высмеивать. Она и так зазвездилась. И как бы помогать ей в этом, мне кажется, и не стоит. Ну что ж, начнем. Задавайте свои вопросы группе «Унты». Начнем с оптимистов. А что сподвигло вас вообще начать снимать? Началось все в прошлом году, где-то с сентября. Я участвовал в местных рэп-баттлах. Называется Rhyme Time Battle, которые проходили в одном баре. И там был парень, оператор, который снимал данное мероприятие. И после моих выступлений он написал мне ВКонтакте, то, что у него есть кое-какой разговор ко мне. Ну, он мне предложил то, что давай делать клипы. У меня есть камера, я могу, у тебя есть текста, у тебя есть музыка, давай делать совместную работу. Ну, он сподвиг, наверное, скорее всего, на камеди рэп, чтобы как-то можно было посмеяться, слушая и смотреть на картинку и посмеяться. Долго думали над названием, это был ноябрь месяц, и очень много людей ходило в Унтах. Я это заметил, я ему предложил: может, группа Унты? И он такой: ну, неплохо. И вот как так образовалась наша творческая линия. Чего вы хотите достичь своим творчеством? Ну, хотя бы добиться какого-то определенного успеха, доказать то, что в Якутии мы не отстаем от целого общества вообще. Пессимисты? Не кажется ли вам, что вы порождаете стереотипы своим творчеством? У нас постоянно вот в клипах разные лица, например, да? Каждый трек по-своему особенный. Например, какая-то актуальная тема, например, был спиннер популярный, мы про спиннеры зачитали. Была проблема такая, то, что в криминальную Якутию постоянно скидывают фотографии, видео. Везде есть операторы, мы про это начали делать проект. Вот. Поэтому везде разный тип у нас. Получается то, что вы делаете свои клипы на популярные темы. Было ли такое, то, что вы сделали клип не на популярную тему, и он прославился? У нас вообще ни один клип не прославился, так сказать. Такого не было, что прям взрыв, хит какой-то. Такого не было. Просто мельком люди смотрели, досмотрели. А какие у вас планы в будущем? Мы не зациклены, да, только вот на музыкальных клипах. Мы ориентируемся на, вот, например, на маленькие скетчи, на короткометражные фильмы. Ну, мы вот состоим в кинопортале Origin TV. Мы снимаем там 2 сериала. Сериал «Контора». Я там снимаюсь тоже в роли одного персонажа, Тускула.
Снимаем также второй сериал, скоро выйдет на экраны, ну как на экраны, в Ютубе у нас на канале. Ну и вот просто короткометражные фильмы, там обзоры еды и тому подобное. Недавно, вот буквально на днях, появилась такая тема, то что нашего президента загородили спинами. Угу. Как вы думаете, можете ли вы снять клип на эту тему? Почему бы и нет? Оптимисты? Вот вы снимаете, получается, видео на какие-то хайповые темы, да? И вот когда вы начали, на что вы рассчитывали, то есть в народе, что услышать, и ожидали ли вы ну, были ли готовы к негативу? Мы что ожидали? Мы просто хотели разнообразить Якутск, то есть у нас такого никогда не было. Ну, был, да, Уруй Аял, Злой Мамбет. Снял, все, пропал. А мы вот делаем. Ну, не будем останавливаться. Вы сказали про Яла Злого Мамбета, что он снял и пропал. А вы будете в своем жанре, в камеди-рэпе, снимать что-то на социальные темы, показывать это как бы смешно, но в то же время, чтобы обратили внимание на это, чтобы исправить? Ну да, у нас, в принципе, цель была такая, да, то, что про социальные проблемы, все это как-то в шуточном варианте снимать. У нас была одна тема про мост якутский через Лену. И вот как-то руки не дошли снять ее. Ну, это у нас в планах, мы хотим обязательно снять. дойдут руки. Да, когда-нибудь дойдут летом, наверное, скорее всего, когда будет уже пляж, речка, и будет удобно снимать. Пессимисты? У вас были какие-нибудь угрозы в повод, ну вот вы сняли клип «Опасные брови», и вам приходило там письмо вот от этой Анжелики, я вас бровями загрызу и все такое. Вот. Письмо приходило, только не на мой аккаунт, приходило на аккаунт вот нашего YouTube-канала, на Origin TV. Она написала сначала «Хочу суши», а потом она написала «Ой», и написала «Кто этот рэпер? Дайте мне его Инстаграм». И после этого она выложила мою фотографию у себя и написала «Кто этот рэпер? А он мне денег должен». Вот и все. Что вы будете предпринимать, если вот ваш вот этот проект полностью не оправдает ваших ожиданий? Ну, не отчаиваться, дальше идти. Жить своей жизнью, как обычные якутяне. Вот. Вы говорили о героях и антигероях года. Об антигерое года вы сняли клип, а герои года вы снимете? Мы хотели снять клип, но, мне кажется, народ очень негативно отнесется к этому. Если даже мы с его положительной стороны как-то представим, да, он же и так положительный, то, что там его образ просто скопируете, и все будут говорить, что вот, вы смеетесь над ним, сами ничего не делаете, вот как. Так что нет, лучше не рисковать. Говорят, что творческие люди, они очень ранимые. А вы ранимый? Да, я очень раним. Мне больно становится от каждого их вопроса. Осторожней с вопросами. Что для вас было самым сложным? Вообще, в целом, при съемках клипа или что? Да. Самое сложное, скорее всего, это написание текстов. Все думают, что за глупые текста. На самом деле, очень сложно писать глупые текста. Это тебе нужно как-то так подбирать такие слова обычные. Все потом пишут, типа, что за тупой текст, почему он так пишет, вообще непонятно, не старается. А на самом деле я сижу, стараюсь, я специально это делаю. И это составляет очень много труда для этого. Вот, если так подумать, самое сложное это процесс самих съемок. То есть выбор локации, монтаж, ну и так далее. Вот это все. То же самое на звукозаписывающей студии Outside Records, где мы записываемся у наших друзей. Там тоже это все очень долго идет. А как реагируют на ваше творчество люди из других городов? И что они говорят? Вот, например, когда мы сняли клип «Спиннер», мы случайно наткнулись на один канал, он называется «Ютубер». Они вот засунули, точнее вставили наш клип туда, на 3-е место поставили. Вот мы даже тогда очень сильно удивились, типа, нифига, они нашли якутов. Среди всей России нашли наш клип, еще на 3-е место поставили. Ну, было много положительных комментариев насчет нашего клипа, но и большинство писали, что за скриптонит, кто это, что за Джеки Чан, что он себе позволяет. Часто ли вас узнают люди на улицах? Не знаю, может быть, узнают, не подходят. Обычно, это можно интересно на камеру говорить?
Ну, обычно я хожу, да, там, в бар какой-нибудь схожу, и там какой-нибудь пьяный чувак подойдет. Он ты! Я такой, здорово, классно делаете. Я такой, окей, все. Вот обычно в таких местах узнаю. Пессимисты? А у вас больше хейтеров или людей, которые относятся положительно к вашему творчеству? Мне кажется, у нас больше хейтеров, так как я являюсь саха, русскоязычный. И очень много было людей, которые комментировали, вот он саха, почему он поет песни на русском языке, ты же живешь в Якутии. Ну, мы-то живем в России, это государственный язык. Ну, насколько это известно, это из-за нашего менталитета. И как вы думаете, возможно ли изменить и переломить вообще наш менталитет, чтобы люди стали более как бы благосклонны, более доброжелательны и вообще? Мне кажется, это будет очень трудно, потому что Якутия — это такое некое отдельное государство. У нас, например, не обсуждают вот эти темы, да, то, что глобальные проблемы, то, что происходит в России, у нас в Якутии это вообще практически не обсуждается. Что происходит в Якутии, то остается в Якутии. Вот и все. Хотите ли вы больше в будущем пойти, например, больше в стезу блогерства? Со временем я понял то, что это не мое, я просто не умею говорить на камеру, типа, «Хей, хай, с вами там Сергей, сегодня мы идем на площадь Ленина». Вот. Поэтому, если я буду ходить с камеры по улице, все будут такая, что он делает? Типа, кто это? Зачем это он делает? У нас народ не поймет, поэтому будет очень мало просмотров. У нас есть такие крутые блогеры, например, которых не оценивают в Якутии, да, хотя их оценивают там в Казахстане, да, в Киргизстане. Есть такой блогер Кирка, пацанчик, он рисует анимацию, и у него достаточно много подписчиков, 23 тысячи подписчиков на Ютубе. Это вот он круто делает, а его, в принципе, вот наш менталитет не знает. И когда мы вместе с ним загружали его блоги на Джокер, и все там в основном, что это, вообще непонятно, зачем это он делает. А в целом в России все относились положительно. Вот. Думали вы в детстве, что вы станете ютуб-рэпером? Ютуб-рэпер? Нет. Я вообще тогда даже не знал, что существует YouTube. Я жил в таком маленьком поселке, он называется поселок Депутатский, это Устьянский улус. И у нас не было такого крутого интернета, не было доступа, и мы просто между собой таскали кассеты, слушали русских исполнителей, таких как Многоточие, Кровосток. Это было прикольно. Никто еще не отшучивался про якутскую поп-музыку, например. Вот никто еще этого не сделал. Или, например, шансон записать какой-нибудь, ну тоже. Шансончик? Еду в Табагу, да. Ну, в принципе, можно, почему нет? Мы не собираемся останавливаться только на рэпе. Мы ищем также новых исполнителей, которые поют или, может быть, читают тоже там рэпчик. Поэтому добро пожаловать, кто хочет, можете подходить к нам, мы будем снимать вам клипы, если вы крутые певцы. Вот. А сейчас мы предлагаем посмотреть видеоопрос на тему «Кого жители столицы считают героем и антигероем года?». Внимание на экран. Кто, по вашей версии, является героем и антигероем этого года? Никто. Ну, человек года, это, наверное, Борисов. Это наши спортсмены. Но сейчас вспомню. Лебедев, по-моему. Ну, самый радовал этот паралимпийский чемпион Усалданский. Егор Борисов. Он герой. Да. А антигерой кто тогда? Я. Почему? Шучу, конечно. Я не знаю, кто антигерой, если честно. Все хорошие, по-своему. Это Антон, волонтер. Он, по-моему, очень правильные вещи делает, и мы должны смотреть на него, и думаю, что поступать можно сказать так же. Есть вроде такой человек, который помогает людям. Я опять забыла, как его зовут. Антон Васильев. Вот. О, да. А вот кто больше всех раздражал? Ну, это человек, который как женщина выглядит. Но я не знаю, у меня какое-то отвращение к нему. Кто? Который еще там концерты проводил всякие. Лев Афанасьев? Да. А кто вот антигерой? Антигерой? Ну, наверное, кто это, позорит Якутию там и ездит куда-то с такими большими бровями. Мне так кажется. Анжелика Протодиакон, наверное.
Она герой или антигерой? Антигерой, наверное. С бровями такими большими. Вот этот человек меня как-то раздражал, и как-то стыдно было мне, а не ей, можно сказать, все ее поступки. Весь Супермен коровит, Человек-паук коровит, он на свинке Пепе. Одноклассники, да? Одноклассники? Это герой или антигерой? Ну, с одной стороны герои, с другой стороны антигерои. Итак, давайте совпоставим, совпало ли мнение группы Унты о герое и антигерое года с мнением общества. Совпало. Хорошо. Пессимисты? Большинство героев совпало, да. А кого вы считаете героем и антигероем? Которые с бровями. Это антигерой. Совпало ли ваше мнение? Да, совпало. Большинство людей такие сказали, то, что бровастая антигерой. И, по-моему, один молодой человек сказал, то, что Антон Васильев является героем этого года, добровольцем, волонтером. Ну, в принципе, совпало. Ну, а теперь ваша очередь предложить аудитории тему для обсуждения. Я хочу пригласить сюда своего друга Виталия Щукина, МС Щуку. Это Виталий Щукин, знаменитый вайнер, хитспрод, также является участником творческого объединения «Соу». Так, ну и расскажите нам немного про свой клип новый. Наш клип связан с якутскими морозами. Есть такая пословица «Мне плевать на мороз, я в Якутии рос». В общем, тема связана с этим. Вот, с Виталием совместно с МС Щукой создали такой тречок на 3 минутки и сняли на него клип. Ну что ж, итак, презентация нового клипа группы Унты. Внимание на экран. Явно накрыл опять серый туман. Трек на репит, в такую погоду работать с утра не холодно, ночью не холодно, днем загорать минус 40, так и живем. Не надо мне тут баки, не замерзай зимой, а ты наплевать на мороз, ты в курсе, в Якутии рос, допустим. True рэперы, тут мы рулим, ничего себе не застудим. Иногда бывает немного прохладно, но нам нипочем холода, да ладно. Мне одна футболка и пару кросс, группе Унты плевать на мороз. Откуда мы ответим на вопрос? Щука, группа Унты. И нам на мороз. В Якутии я рос. Нам на мороз. В Якутии я рос. Нам на мороз. Называй меня большой шоколадный босс. Минус полтинник эскимо, да не вопрос. Я расстегнул свой бомбер до конца. Пацан, тут холода, но у нас горячие сердца. Зимой живя на даче, ходим на улицу мы по нужде. На вытянутой руке ничего не видно, как в молоке. В тумане мы живем от холода, на улице молчу. Домой погреться я хочу. Автобус поскорее же сюда. Моя жопа скоро станет будто 2 кубика льда. Мне не надо вейпа, тут достаточно просто дышать. Чтобы густой пар выпускать. Ребята, скажите, вам понравился клип? И как вы думаете, что ребята хотели этим сказать? Клип мне понравился. Ну, ребята хотели высмеять, скорее всего, менталитет, то, что
наш регион непроницаем к холоду, скажем так. А кто продакшн писал? Джилстан Свешников, Well Beats. Мне, правда, понравился клип, он очень классный. Но вам не кажется все-таки то, что даже если люди, которые росли в Якутске, в Якутии, они все-таки поймут смысл клипа, а с других городов подумают, что вот мы такие пингвинчики все, и стереотип порождает. Мне тоже понравился клип, и мне кажется, то, что это очень актуальная тема, то, что в Якутии очень холодно бывает, и мне кажется тоже, что люди посмотрят, даже с других городов тоже посмотрят и подумают то, что люди живут, да, в холоде, в морозе, но ничего не парятся, даже вот клипы снимают, вообще молодцы, красавчики. Клип вообще прикольный, мне понравился. Вот. Это, знаете, как отпор вот в Москве, там же у них не учатся аж минус 30, вот, а мы в минус 50 гуляем, в минус 60, в общем, офигенский. Конечно, был вообще прекрасный, столько много хороших слов прозвучало. Но у меня есть еще один вопрос. Шоколад молочный или горький? Какой? Это воздушный. Вот насчет много красивых слов. В каждом ли клипе вы употребляете нецензурную лексику? И для чего? Стараемся не употреблять. Но вот в данном клипе... Мы употребили, потому что, это же в народе такое-то. Так бы мы бы не говорили, да? Ну да. Да. Мы голос народа. Клип мне очень понравился, но не хватает побольше слов. Как-то, почти весь клип звучал только там «Я в Якутии рос». Вы прям сами сели вместе и написали этот трек? Или как-то по раздельности это было? По раздельности. В прошлом году, в ноябре. В прошлом году они начали снимать клип, но почему-то заморозили проект. Да, потому что было очень холодно. И у нас, в принципе, было мало опыта, да, по самой съемке вообще. И вот сейчас за год как-то уже более-менее разобрались. То есть вы хотели сначала набраться опыта, а потом уже снять прям хороший клип? Да. Вы когда снимались на улице, вы после каждого слова греться бегали? Да. Или... Да, конечно. Определенно. Просто рядом стояла машина, просто говорили. Зачитали такие крутые стоим. Сразу. Кого нафиг? Вы в клипе, я видел, вы на площади Ленина, вот на лежаках лежите, вот этот мохито пьете. Какая реакция была у людей, которые проходили? Они шли, снимали на телефон. На телефон снимали. Автобусники сигналили еще. Фотография же гуляла в Инстаграме вроде. Там, где мы лежим на лежаках, там минус 40. Погода в Якутске. Сегодня тепло. Клип очень понравился. И очень современно. И как-то вот девушки, которые вот в конце появились, они тоже как бы эффект добавили. И вот шуба ваша тоже. Кстати, мы не заболели. Нормально все. Нет. Нормально. Пессимисты. А почему штаны? Вот в клипе у вас летят штанишки так Это боки. Это боки. Это подштанники. Ходят слухи, что приехал некий японский самурай, который собирается в минус 50 без теплой одежды стоять в центре Якутска. Что об этом думаете? Зачем японцам кидать такой вызов холоду нам? Он просто безумец, мне кажется. В минус 50 в одном кимоно это просто нереально. Он, наверное, насмотрелся своих фильмов про самураев. Такой, я крутой тоже, смогу. Не сможет, я приду туда лично и постою. И клип ему покажу. И будем на фоне клип снимать. Я расскажу небольшую историю об одном человеке. У нас есть учитель в школе. Учитель ОБЖ. Каждый раз, когда мы возвращаемся домой после школы, он стоит босиком, с голыми ногами, в одной рубашке и закаляется. То есть, мне кажется, в кимоно вполне возможно, если человек 4 часа? Нет, он же 4 часа собрался стоять. Да. Вам не кажется, что это просто стереотип о якутах играет? То, что якуты не боятся морозов, вот, и он решил кинуть нам вызов насчет этого. Проверить так решил сказать. Да пусть что хочет, то и делает. Это его жизнь, его цель. выбор. Пусть делает, что хочет. Хорошо. Ну, придет время, увидим,
Что с ним будет? Да. Итак, ребята, какое мнение у вас сложилось о наших героях? Что можете сказать о группе «Унты»? Мне кажется, мнение осталось только положительное у всех. И мне кажется, в конце программы все пессимисты перейдут на эту сторону. У меня сложилось тоже положительное мнение, но все-таки мне кажется, что стереотипы дают волю. И в дальнейшем это не очень хорошо сложится. Ну, стереотипы — это как бы мы все сами себе навязываем. То есть если нам самим нравится, то почему бы и нет. А если нам не нравится, то зачем навязывать эти стереотипные, отрицательные как бы мнения другим людям? То есть ребята молодцы, мне очень все понравилось. Мне кажется, что если клипы сделаны на хайпе и обращаются к народу, то все-таки, значит, стереотипы влияют на людей. И многие массы все-таки верят в то, что у нас на самом деле такое. И мне кажется, что это не совсем правильно. Ну, классно, прикольно. Вот, если так подумать, есть такая отечественная группа «Хлеб», они тоже делают такой смешной хип-хоп. И вот можно сравнить вас с ними, как бы местный хлеб, скажем так, ИХК. Ну, пессимисты? У меня сложилось мнение очень хорошее о вас. Вы открытые, харизматичные. Продолжайте делать то, что у вас получается. Я вообще вас не знала до этого, поэтому, такая посмотрела, как вы говорите, как вы рассуждаете. Мне показалось то, что вы такой простой, открытый, такой дружелюбный, такой свой человек, знаете, я душа компании. Но сейчас, ребята, наступил момент истины. Поменялось ли ваше мнение о наших героях после общения с ними? Можете поменять свою группу. Пессимист, который проникся доверием и симпатией к группе «Унты», может перейти на сторону оптимистов и наоборот. Переходим. Можно сказать, я тут вообще не по своей воле, там просто мест не было. Я рэп-культуру вообще-то люблю, но там мест не было. Я раньше особой симпатии к рэпу не испытывал и особо его не слушал. Но сегодня я узнал о вас, то есть я раньше не знал о вас, и мне очень понравилось. Ребят, вы супер, честно. То есть, до этого я также, как и молодой человек, рэпом не увлекался, особенно конечным таким рэпом, то есть вообще не в теме был, так скажем. Сейчас пару ваших клипов посмотрел, группу «Унты» и «Щуки» вместе, это классно, это супер. Продолжайте этим заниматься, мне это нравится. Продолжайте вместе. Пессимисты, почему вы остались при своем мнении? Мне кажется, что это слишком ординарный рэп, потому что он похож на многие другие клипы. Создается такое впечатление а-ля богатая жизнь, красивая жизнь, вот это женщины, шубы, деньги. Мне кажется, что надо продвигать что-то новое, а не мусолить старые темы. Надо развивать музыку, творчество. Музыка классная, вообще все классно, но если чуть-чуть не поменять сам контент, то я беспокоюсь о том, что останемся в пределах Якутска, и остальные люди не смогут понять, как это круто, как это классно. Стереотипы делают свое. Это единственная причина, по которой я до сих пор на этой скамейке. В принципе, клип был хороший, все, музыка нормальная, озвучка хорошая, но надо развиваться, надо больше тем, вот. Да, очень побольше тем, там про выборы, про американские, про все, что есть, вот. И из-за такого мнения я остаюсь на скамье пессимистов. Ребята, кто из наших участников вам понравился больше всего? Позовите лучшего участника к себе. Вот он. Представься, как тебя зовут и где ты учишься. Здравствуйте, меня зовут Мельник Василий, я учусь в 3-й школе, ШОС номер 3. Аплодисменты, Василий. Наш такой маленький презент с любовью от группы «Унты». Посмотри, что там. «Унты»? Можешь показать? Покажи на камеру. И сертификат. Лучший участник. Спасибо. Аплодисменты. Мы поздравляем нашего победителя, но помимо этого сегодня мы пригласили победителей предыдущих наших выпусков. Светлана Абрамова, магистрант Горного института СВФУ. Ее нет. Аина Кириллина, учащаяся школы АИКГТ. Ходи, пожалуйста. Николай Пономарев, студент ЕГСХ.
Любомир Никифоров, студент Института культуры и языков Северо-Востока СВФУ. Его у нас тоже нет. Любовь Савина, ординатор мединститута СВФУ. Молодец. Богдан Коротков, участница физико-технического лицея имени Владимира Ларионова. Молодец. Сергей Мельников, студент АГИКИ. И Таракен Сара Гебре Мариам. Ну, мы ее здесь не видим. Мы вручили всем нашим победителям нашей программы призы, статуэтки с нашим логотипом и сертификат. И также мы сюда приглашаем нашего победителя сегодняшней программы. Пожалуйста. Но не всегда выбор героев совпадал с мнением нашей редакции, поэтому решили учредить спецприз тому, кто был достоин стать победителем. Это Геннадий Бут, учащийся гуманитарного лицея. Мы выручаем также Геннадию нашу статуэтку и сертификат победителя. Ну что ж, мы поздравляем всех наших победителей. Благодарим за то, что вы были активными, принимали свое активное участие, своим особенным мнением украсили нашу программу. И спасибо вам за смелость того, что вы умеете высказывать свое мнение. А сейчас приглашаем всех сфотографироваться с нашими героями. Площадь Ленина и моя Аржанка. Прогуляюсь до утра, а не что-то прохладно. Жил я в деревне, теперь я на месте. С вами была программа «Я молодой» и ее ведущий Антон Васильев и Виктория Маркова. До скорых встреч. Пока. Нагреться в подъезде, мы купили себе колу и тусим на хате. Лучшая туса не мамбетская пати. Все, что сегодня купили. В целом нам очень сильно понравилось. Все ребята молодцы, позитивным настроем пришли. Были очень актуальные вопросы. Все поставлены очень хорошо. И я доволен. Рад, что у молодежи уже есть свое мнение, свои взгляды. Очень такие острые вопросы даже задают, на которые очень сложно ответить из этого. Я очень рад. Спасибо, приглашайте снова. Приду обязательно. Всем пока.